Как живете, одноклассницы? Не узнаю, честно. Знаешь, ну я просто, наверное, не знаю. Ну, Здравствуйте. одноклассницы много раз встречаются. Это, по-моему, так, вторая, по-моему, да, встреча? Вторая, да? Да, с тобой, наверное, да, второй раз. Второй. После окончания мы встречались через 40 Вань, лет. третий раз. После окончания Третий школы. раз. Индивидуально мы встречались, не Ой, будем нет, показывать это пальцем, раньше. где я Нет, когда с кем Мы встречались в 16-м году. Ты приходил тогда. Потом еще 16-м как-то году, есть. Другой раз еще был. И вот сегодня третий раз. Ну, а я все был по вахтам по стране 16 лет. У меня не получалось встречаться с вами. Так что заранее прошу извиниться. Кто в Москве, кто Ну, а то, что... Мы в в курсе. Кудах, посмотришь на него и сразу замучен. Тяжело. Ну, зато сейчас пришел. Очень хорошо. Родные края, они всегда все равно намного прекраснее, чем в общем-то, все хорошо. Меня тоже долго не было, я тоже только недавно приехала, так что Из Питера. я сюда приехала из Питера, у меня в Питере, ну, у меня было, к сожалению, давление все равно, да, сахар, Петербург отличный город. Подожди, Питер для меня как родной город. Я строил железную дорогу Выборг-Каменногорск. Ну, я, 5 лет конечно, мы ее не знаю. строили. 5 лет строили. Ну, я же там работала на заводе в Колпино. Наше предприятие находилось в Колпино. В общем-то, это. Ну, наше предприятие в свое время переехало из Москвы. Из Москвы, и мы там уже обосновались. Но родные края тянут. Я теперь очень рада, что я нахожусь у себя на родине. На родине, как говорится, из стены. Да, да. Все равно себя чувствуешь намного свободнее, счастливее. Хотя, конечно, Подождите, а у нас Галя Максимова же была. Галя Максимова была это. Вера. А Галя Максимова, вот я перепутал с ней. Думал, это Галя Максимова. Они похожи. Ванька первый раз тоже перепутал. Меня с Галей Максимовой, помнишь? Ага, вот Олег тоже меня перепутал. Ну, она довольно-таки разговорчивая была. Она общительная была. Не последнее время. Боевая такая. Ну а какие планы на сегодняшний день у вас? А вот еще, Лей, представьте, пожалуйста, она тоже из Кирова приехала, и только вчера. И считай, Да, это из Кирова приехала, чтобы встретиться с нами. Киров приезжал. Когда на Урале мы железку строили через Киров, В Карлов куда-то на вахту ездили, да? Это было, да? Ну, мы железную дорогу строили за Екатеринбургом у станции Баженова. Да, всю страну искоресил. Вы очень знакомы. Да? Ага, с лица очень знакомы. В Одноклассниках? Ну, может, в интернете был одноклассник, Фамилия как у наверное. вас была? Иван Андреевич, но не Крылов. Ефимов Иван Андреевич. Так, вот если вы кино посмотрите «Столетие образования Советского Союза», Таня Салатарев. у меня вышел. Ну нет. Он как раз, я встретил ее и попал в кадр с ее интервью. Я попал, да? Да. А ты что, не видел? Нет, еще, к сожалению. Много потерял, Много потерял. А ну я еще увижу, еще Ну, увидишь. найдешь и... Олег, а вот Татьяна Салатаря приехала прямо. Татьяна, Салатаря, скажи, как ты там приехала? Вчера? И сразу навстречу? Сегодня. А, сегодня даже. Скажи пару слов, как там город-то? А Валька Татарова созвонилась, да? Обустраивается, наверное, новые улицы, новые дома. Мои дети ходили работать там. Тоже строители, как Я проездом бываю в Арзамасе. Сейчас был 5 лет назад в Арзамасе. И вы представляете, Арзамас как Алатырь. Я хожу там как будто по Алатырю. Такие же кривые улицы, бордюры кривые, там дома продаются, и купеческие. Ну, она была маленьким, как поселок же был раньше. Через нее проезжали вот туда дальше. Я в Ярославле туда со мной говорила.
все понял. А куда, далеко ехать? Чапаевской. Некрасова Ой, она 20. так боевая Ну, женщина как, была. На где-то Чапаевском поселке? Гражданский. А, ой, у меня там сестра как Да? раз живет. Вот гражданская улица. Ну, как, Все рядом. всё рядом. Но Надечка она вот, Григорьева, я приехал, понимаешь, а она мне звонит. Все, говорит, некогда, я вот приезжаю в Комсомольский район к мужу, там ягоды. А, это самый. Это очень боевая была. Фамилию потом вспомнил. Память нету. Быстро забываю сейчас. Ну, это, наверное, Он один раз экскурсионные. микроинсульт был вот так, и сейчас все начал забывать. Да, конечно, откуда уж сколько лет прошло, считай. Что? Вера, а с вашего класса почему никого нету? Пацанов-то? Наташа, Вот Наташа. Нет. Наташа. Не. А Ваня-то он с нашего Он с класса. нашего класса. Он А потом... я с ним с первого класса, так для меня он одноклассник. Одноклассник. Да. Ну ты своим... Я сегодня Олег, не пришли. Исакова не смогла прийти. сегодня шел и думал, а Вера Волкова, думает, такая она была бойкая. Ну, она и сейчас такая. И пионер-вожатая, по-моему, была в своем классе. Мы в оркестре играли, помнишь, в оркестре? Председатель совета Это, Да. в Генеке была, мы в оркестре играли тогда. Ты не помнишь? Насчет оркестра не знаю, Вот, господи. духовой оркестр не был тогда. Ну, духовой оркестр и при нас уже он был. Был, да. вот. Это самое, как Я играл в это. духовом Он оркестре. всегда был. В духовом оркестре, да. Там, наверное, остальные С уже этим там. оркестром на демонстрации ходили. Да. Помните? О, на демонстрации. Вообще, как праздник, подарки потом раздавали нам. Помню, была ты, да, на 1 мая ходили. Духовой оркестр везде. Теперь там ничего не кажется. Линейка, вот духовой оркестр. А самый первый мы, когда он уже кружок образовался, длинный такой был. Сам. Ходил на 4. Я его помню, как звали, его не помню. Он нас учил. Ладно, я там мыло взяла на мыло. Пойдем. Там Бог. Надо мне это самое. Фотографировать вот это. Они те вечером ставили совсем другую музыку. Зотиков? Серьезно? Да, наш Правда? родственник. Правда. Зотиков Владислав. Подождите, Всем о ком, западом. о ком Значит, ты это говоришь? все по наследству у них передается вот это. Кто, говоришь, автор вот этого монумента? Ой. Исполнитель. Исполнитель. Да, То есть он ваш знакомый, да? Владислав. Единение всех религий. А фамилия как? Зотиков. Дотиков, да? Ага, он этот заслуженный художник Красили. Кто он у нас? Это такой заслуженный. Монумент называется «Единение», как? Единение культур и религий, по-моему. Если в интернете наберешь, там более точно. Ну это в интернете уточнить. Единение культур и религий. Две эти с Индии, что ли, два товарища. Один плотненький такой, высокий, другой пониже, худенький. Они спели, потом кто-то из студентов еще. И вот у Николая Васильевича было такое замечательное настроение. А тут были приглашенные гости, скульпторы, художники с Питера, с Кирова, там, Саратова, Саранска. Человек 15-20, наверное, приглашенные были. И вот он стоит, и вот тут телекамеры, все, и я тут на коленях буквально в 4 метрах от него со своим этим смартфоном. И он вот так вот. Не ну, свое видно, вот это, да? Да, вот это самое. И он хочет это самое. А тут окружение... По всему интернету Вот. гуляет. А окружение зажато, и все стоят, как бы его не поддерживают. И он не выдержал, и давай, что-то как начал вот так вот что-то, такие движения. А музыка-то приличная была. А потом я вечером...
брюки прям четко прям видно. Как Я не лошадку, знаю, кто маленькую лошадку хочет увидеть? Ух ты! Лошадка якутская. одна штанина. Конек-горбунок называется. Как это так? Ну, совершенно новый, видите, с утра достали. Потом все это закончилось. И этот, теперь же, Куда ж плывешь ты, кораблик наш? оказывается, его супруга собирала деньги на последний год. Видно? Потому что я знаю, как он там прыгал. И, кстати, высоко рядом с этим и когда все закончилось, он Не Володя Михайлов. Симпатичный. Он младше нас они были. Где Галя Маша, наверное, вот в этом классе. По-моему, с зимнего класса. привет. Парк Амазония, столица нашей Чувашии, солнечной Чувашии. Ой, увы, Сегодня не к сожалению, сегодня не солнечно. Росточки. Ветреная. Не-не, все равно солнечные. Край 100 тысяч песен. Да. Располагали к тому, чтобы мы на месте не сидели, чтобы двигались немножко, Да, это Разогревались. очень хорошо. разогревались. Разогревались. На улице воспоминаний. Ну, хотя мы здесь, как говорится, никогда и не гуляли. Ну, а как же? Нет, я это самое, я бы здесь не гуляла, кстати. У него мать воспитатель тоже сидел. Школьный. Все 2 месяца сидели, долго дружбу проверяли. Песни, как они быстро летят, их не воротишь назад. Как же Галя, а я когда шел и вспомнил песенку, как живете, можете, женщины-голубки, как живете, можете, женщины-голубки, если муж хороший, хорошо живем, если муж хороший, плохо все равно. понятно. Ну, такого, конечно, быть не может, что если муж хороший, плохо все равно. Ну, это шуточная песня. Сидел на первом этаже, а из актового зала неслось. И все мы в интернате, как золушки в гранате. Да, точно. Как было, было. Ага. Да, такая хорошая, задорная такая песенка. Какая? И все мы в интернате, как зернышки в гранате. Его, наверное, пели, когда Анатолий Иванович был у нас музыкантом. А потом Владимир Александрович пришел, а до него Анатолий Иванович. Анатолий Иванович его звали, или как его? Анатолий Иванович, не помню уже. А Анатолий Иванович музыкант был? Он же математик. Физик был, физик был, и музыкант тоже был. Тоже Анатолий Иванович. А, нет, то Кстати, ли мне Анатолий физика Иванович, очень нравилась. Это баянист потом Да, пришел. это Владимир Александрович потом пришел. До него был там У молодой. него жена была. Елочка ваша с какой В общаге жили. Печально, что ли? Там, за какая? В прошлом тысячелетии. Дядь Коля был. Ой, Дядь как Коля, у него да, вкусные повар. котлеты были. А рыбу как Настоящий. жарил он. Ой, это было что-то. А как мы как это хлеборезку забегали? Во-во-во. Дрыжки, дрыжки. А я, Хлеба, что ли? я еще помню, Михаил Карпович ухаживал за тетей Валей, тетей Шурой Овчинниковой. Повариха была, шеф-повар. Шеф-повар. такая И грозная такая. мы следили, как они там. Дураки были. Следили за ними. Михаил Карпович, это же Высокий такой, лысенький был. Как Ну он же черчение преподавал нам. Да. А зато как на урок математики боялись ходить. Николай Кириллович. Вот стоит. А вы знаете, я открою секрет. Каждую четвертную мне приходилось в библиотеке назначать, сдавать библиотекарю математику и плюс еще какой-то предмет. И у меня геометрия, по-моему, математика, геометрия. И всегда двойки были. И вот мне в библиотеке приходилось
Олег, помнишь, ты мечтал, когда вырасту, говорил ты, когда вырасту, я стану гитаристом. Гитары семиструнные обзывали, помнишь? Нет, он помню, у него одно время книжка была лайка. Была лайка, гитара, Потому вот что всё. когда- Бандура. Нет, мечта сбылась же. Мечта Он же, сбылась, видишь, какой вот, певец. да. Но Хороший. он искренне сказал, Он а мечтал, мы же вот. пацаны, ха-ха-ха, Да. ла-ла-ла. А мы ребятня-то что? А Кстати, что тогда не понимали? Ну да. Вся страна, И для нас это для неожиданно нас, было. для одноклассников, стала классом вся страна. Позабыты нами начисто и скакалочки, и мячики. Есть у всех работа важная, очень нужные дела. Поженились наши мальчики, вышли замуж наши девочки. И для нас, для одноклассников, стала классом вся страна. Давайте этот самый. Сейчас тут еще. давайте, милые одноклассницы, за ваше здоровье. Вам, чтобы всегда способствовала удача по жизненному Сюда пути. рюмочку. И никогда не унывать. Давай ты тоже берешь. Давайте вот сюда сядем. Самый лучший. Самый. Давай, девушка. Самые хорошие. Вино красивое, но к тому же еще очень вкусное. Приятно слышать. Давай за тебя. Понял? Потом скажу. Надежда Осиповна, Надя, училась с вами в Алатыре, 9-10 класс. Спасибо за эту встречу, была шикарная. Дай Бог всем здоровья, дай Бог еще нам увидеться, встретиться, поговорить, погулять. Всем-всем здоровья. Ну, что, добрых. Папе передадим. Ну да. Ты работаю, Добрые слова. работаю, скажи. Я работаю, скажи, все под контролем, мы вас все видим. Да, мы все рабочие, все хорошо живем. У всех все есть. Живы-здоровы, дети, внуки. Дай Бог доживем до правнуков. Ну, некоторые уже имеют. Это кто имеет право? У Маши Морозовой, например, уже правнуки уже такие. Нет, уже внучку уже 18 лет. Мы одноклассники, как бы все, подростками дружили, в интернате воспитывались, ни на что не жаловались. Все было замечательно. Прошли годы, вот мы уже седые, седоусые, седые бороды. Многих из нас с нами нет. Мы надеемся, что они живы, здоровы. Хотелось бы так думать. И чтобы они отозвались. Разбросала всех нас, разбросала. Но объединяет нас то, что корни у нас, корни у нас хорошие. И, что примечательно, трудолюбивые. Нас приучили к труду, как наши родители, так и наши учителя. Тогда так говорили, да, учитель, преподаватель, это, наверное, в советское время же преподаватели. Поэтому с благодарностью, конечно же, мы вспоминаем своих родителей, учителей, которые вбили нам с детства в голову, что только через труд, все блага только через труд. Иначе
никак. Только такой вариант. Ну, пожелания. Пожелания я принимаю, замечания. Молодой, говорю, исправлюсь. Насчет объемов производства. Вот. Желаю активного долголетия. Есть очень два хороших слова, которые вмещают все. Активного долголетия на радость себе и своим близким, прежде всего. Понятно. Принимаем? Принимаем. Так, вот сейчас Гена Иванов, весьма скромный товарищ. Он и в школе был, нет, в школе он был хулиган. Да. Хулиган был, я помню. Хулиганистый За был. волосы дергал. Гена, за вами слово. Я больно разговаривать не умею, но скажу все. Рад встрече с одноклассниками. Надо еще дальнейшее встретиться. Чтобы люди увидели, кто с нами учился, окликнулись и пришли. Чтобы далее, пока мы живы, пока мы не померли, надо нас встречаться. Встречаться, да, про все правильно. Пока мы Гена говорит, нас мало, но мы сильнее. Да. у него вон тельняшки, полоски. Девчонки за вами бодрые, согласие и приветствие. И я тоже очень рада своих подружек, одноклассников встретить. Желаю тоже, чтобы еще больше встречались, как бы сказать, и многие другие присоединились также. Вот. А назовете себя или инкогнито оставите? Валентина. Понятно. Валентина Краснова. Так что это самое. Спасибо. Так, следующий. Не скажете? Скромность города берет, говорят. Ну, Скромность украшает надо завоевать человека. город Чебоксары. Конечно. Так, Ну, вам конечно. слово. Меня зовут Нина Владимирова по отчеству, по девичьей фамилии. Так что я тоже была очень рада нашей встрече. Тут у нас получилась встреча двух интернатов. Ядринский интернат и Алатырский интернат. Жизнь нас, как говорится, объединила, в общем-то, в один такой небольшой кружочек. Так что я надеюсь, чтобы этот кружочек у нас хотя бы расширялся и не убывался. Так что хочется всем пожелать, чтобы мы были всегда счастливы, довольны. И, в общем-то, и чтобы нас, как говорится, радовали наши дети, чтобы мы, смотря на них, молодели сами душой. Так что вот так. Да. Это я просто-напросто беру уже со своего опыта жизни. У меня два внука, они со мной как этот, я с ними... Ровесница. Да, я с ними по возрасту становлюсь ровесницей. Спасибо. Ну, а вы, милая соседка, что скажете? Я Дмитриев Лилия Владимировна. Училась в школе-интернате в Ядрине, в Алатыре, 9 класс закончила. Школу-интернат, физмат-школа, интернат номер 2. Дорогие учителя, воспитатели, я вам очень-очень благодарна. Низкий вам поклон всем. Здоровья, долгих лет жизни. Очень благодарна. Кто меня слышит сегодня, кто меня видит. Всем привет. Кто слышит меня, привет. Все. Я считаю родственниками уже всех. У нас Мы родные. столько лет вместе. Ваши Детство послания вместе. считайте, что мы Иногда- отправим. Спасибо. Ближе, чем Да, ближе вот так, да. Иногда я Прошли годы. Многих с нами нет. Мы не можем гадать. Мы думаем о том, что они все живы и здоровы, все по стране. И по той какой-либо причине они не знали, что мы сегодня объявим сбор. Собрались. Нас мало, но мы, как говорится, в тельняшке как бы. И я хочу дать слово Вере Николаевне. Она в школьные годы верховодила, была вожатый, там, предводитель, в общем-то, как у Остапа Бендера, предводитель. Да. Предводительница. Давайте дадим ей слово, что она нам скажет о обращении всем одноклассницам. Вам слово. Дорогие одноклассницы, одноклассники,
собрались мы сегодня, как Олег сказал, не все. Нас действительно немногие пришли. Но очень хотелось бы, чтобы в следующий раз вы услышали нас каким-то образом, связывались друг с другом, узнавали, кто где живет. И когда вас приглашаем на встречи, не отказывались. Приходили почаще. Мы же жили одной семьей. И вот нечего скрывать, конечно. Мы дети, необычные дети. У нас и судьбы необычные. И мы жили как в одной семье. Поэтому мы другие. Желаю вам, чтобы у вас все в жизни было все хорошо, здоровье. Самое главное здоровье. Чтобы у вас в семьях было благополучие, чтобы любовь была, взаимопонимание. Я вас люблю. Ну, Ждем следующей встречи. мы надеемся, что ваши слова дойдут до сердца каждого из нас воспитанниц и воспитанников школы-интерната «АЛЛАТРА». И, может быть, они отзовутся, напишут комментарий, что мы есть, что мы живы, что мы приветствуем вас. Так? Согласны? Согласна. Конечно. Что ждем их Да, на ждем следующую встречу. на следующую встречу. Ждем, чтобы никого не приходилось уговаривать. Кто нас помнит? Кто нас помнит? Павлова Юля, моя подруга. Если увидишь нас, обязательно общаемся. В Одноклассниках меня найдешь. Спасибо. Дмитрий, Лилия. Я вам желаю счастья, здоровья, С такими голосами были. Николаев Саша. долгие годы вам счастливой жизни, Кто вспомнит. чтобы она складывалась хорошо и удачно, чтобы внуки вами радовались, чтобы вы внуками радовались. Чтобы дети радовали нас. Дети, да, Чтобы важные дети. наша старость была спокойная.